Доброго времени суток, дорогие телезрители! В эфире НВК Саха, программа «Про авто 14». Мы обсуждаем темы и поднимаем вопросы, которые касаются безопасности дорожного движения. В студии работает Руслан Ачиров. В течение следующих 25 минут вас ждет много интересной и полезной информации. Итак, смотрите в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий. Что случилось на дорогах республики за последнюю неделю? Можно ли велосипедистам ездить по дороге и нужны ли права водителям скутеров? С какого ряда нужно въезжать на перекресток с круговым движением? Какой ждет штраф за выезд на полосу для встречного движения? Учимся, играя. Как закрепить правила дорожного движения с детьми? Повторение – мать учения. Правила дорожного движения в нашей студии проверит один из известных велосипедистов республики Евгений Никифоров. А в начале выпуска предлагаем вашему вниманию обзор происшествий на дорогах нашего региона. На автомобильных дорогах республики с 12 по 18 мая зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий, где травмировано 22 человека. Так, 18 мая в Чурапчинском Улусе водитель в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Toyota Gaia, не справившись с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате происшествия один из пассажиров с различными травмами госпитализирован в районную больницу. Пострадавший не был пристегнут ремнем безопасности, сам водитель не пострадал. По факту ДТП проводится проверка. В тот же день в дежурную часть МВД Алданского района поступило сообщение о доставлении в больницу мужчины, получившего автотравму. Прибывшим нарядом ДПС установлено, что в Алдане женщина-водитель, управляя автомобилем Nissan Note, не уступила дорогу пешеходу, переходившему проезжую часть в неположенном месте, в результате чего совершила на него наезд. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения, назначено стационарное лечение в травматологическом отделении. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует пешим участникам дорожного движения переходить дорогу только в установленных местах и только на разрешающий сигнал светофора, предварительно убедившись, что автомашины уступают вам дорогу. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости необходимо использовать на одежде световозвращающие элементы, которые позволят водителям заблаговременно заметить вас на улице. А мы продолжаем. Напомним, что круговые перекрестки, перед которыми установлен знак 4.3, имеют статус главной дороги. Поэтому все водители, уже находящиеся на кольце, обладают приоритетом по отношению к подъезжающим автомобилистам. Но с какого ряда нужно въезжать на перекресток с круговым движением? Как перемещаться по кольцу, чтобы не мешать остальным водителям? Об этом в нашем следующем сюжете. Правило проезда перекрестков с круговым движением не менялось уже много лет, но многие водители путаются в них до сих пор. Поэтому мы напоминаем, что здесь возможны три варианта проезда с учетом знаков приоритета. Первый. Если перед кругом нет знаков приоритета, то водители обязаны уступить дорогу тем автомобилям, которые уже находятся на круговом движении. Второй. Если перед перекрестком стоят знаки 4.3 круговое движение и 2.4 уступи дорогу, то водителям необходимо пропускать транспорт на круге. Преимущественно пользуются водители, уже находящиеся на круге. Те, кто выезжает на кольцо, обязаны пропустить машины, движущиеся по нему. Если и ряд исключений, которые уезжающий на круг будет приоритет. Это при наличии светофора, регулирующего движение по перекрестку, при наличии знака «Главная дорога», а также при работающей на развилке регулировщики. Так как круговое движение – это по сути своей перекресток, поэтому за неуступление дороги грозит ответственность со штрафом в размере 1000 рублей. Двигаться по кольцу можно только против часовой стрелки. Движение по часовой считается выездом на встречку, за который придется оплатить штраф 7500 рублей. И главное, въехать в кольцо можно с любой полосы, а вот выехать с него только с правой. И не забудьте, что на кольцевые перекрестки надо въезжать с включенным правым поворотником. А далее, когда водитель будет смещаться ближе к центру круга, он должен включать левый поворотник. С потеплением в столице нашей республики значительно увеличивается количество двухколесных транспортных средств. Но многих автовладельцев раздражают велосипедисты, передвигающиеся по проезжей части. Разрешено ли им выезжать на автодороги, какие правила и запреты на них распространяются и за что могут оштрафовать велосипедиста?
На эти и другие вопросы сегодня нам ответит Ирина Ефремова, инспектор отделения пропаганды и безопасности дорожного движения Управления госавтоинспекции Министерства внутренних дел по Республике Саха-Якутия. Ирина, здравствуйте. Добрый день. Для начала поясните нам, пожалуйста, считается ли велосипедистом тот, кто передвигается на роликовых коньках, например, или на самокате? Спасибо за интересный вопрос. Действительно, многие путают данных участников дорожного движения. Для начала давайте вспомним, что у нас вообще имеется 3 основных категории участников дорожного движения. Это у нас пешеходы, водители и пассажиры. Велосипедисты у нас относятся к водителям, а люди, которые катаются на роликовых коньках, на самокате, они приравниваются к пешеходам, потому что им нужно передвигаться только в безопасных местах, где нет транспорта. А можно ли велосипедистам передвигаться по автомобильным дорогам? Для велосипедистов вообще имеются отдельные правила дорожного движения, где говорится о том, что велосипедисты должны двигаться только по велосипедным дорожкам, но если таковых не имеется, они могут передвигаться по правой стороне автомобильной дороги близко к обочине. И не создавая помех для другого автотранспорта. А какие штрафы предусмотрены для велосипедистов? Так как велосипедисты у нас полноправные участники дорожного движения, они также несут административную ответственность в случае нарушения правил дорожного движения. Если говорить о штрафах, их могут оштрафовать за неспешивание на пешеходных переходах. То есть велосипедист обязан спускаться с велосипеда, брать в руки устройство и переходить пешком, пешеходный переход. Если же он не спешивается и проезжает на велосипеде, то предусмотрен штраф 800 рублей. Также есть штраф для велосипедистов, если он едет по автомобильной дороге и создает помехи. Тогда будет штраф 1000 рублей. 1000 рублей. Скажите, как часто, согласно статистике, происходит ДТП с участием велосипедистов и мотоциклистов? С наступлением весенне-летнего сезона, как показывает статистика многих лет, летом всегда дорожно-транспортные происшествия учащаются, к сожалению. Это связано с тем, что чаще люди начинают использовать средства индивидуального передвижения, самокатами, велосипедами. Поэтому число, к сожалению, растет. На данный момент на мототранспортах это 8 случаев, на вело 6, на велосипедах 6, и на средствах индивидуальной мобильности, к которым относятся гироскутеры, любые электрические транспортные средства 4. Велосипедистам для того, чтобы управлять двухколесным транспортом, права не нужны. А какие документы необходимо иметь мотоциклисту? Мотоциклисту, который достиг 18 лет, необходимо иметь при себе водительское удостоверение с категории А. Он обязателен, то есть если многие думают, что если они имеют категорию Б, С, они уже могут сразу садиться за мотоцикл, но это не так. За езду без категории специальной, в данном случае категория А, предусмотрен штраф 15 тысяч. Поэтому это необходимо понять и получать соответствующую категорию. А где и кому можно эксплуатировать средства индивидуальной мобильности? Средства индивидуальной мобильности. С марта 2023 года приняты поправки, и эти средства теперь имеют свой официальный статус. К ним относятся транспортные средства, которые имеют одно или более колеса с электронными двигателями. Это, как я уже говорила, электроскутеры, электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и другие аналогичные средства. И они относятся к статусу пешехода. То есть они должны обязательно передвигаться только на тротуарах, на пешеходных зонах, на велопешеходных дорожках, в общем, на специализированных зонах. То есть на электрических средствах индивидуальной мобильности двигаться по проезжей части, по автомобильной запрещено? Да, запрещено. Если же там есть такие нюансы, если средства
набирает больше 25 км в час скорость, то он уже будет относиться к мопедам, и там уже тоже нужно иметь соответствующую категорию М, которая открывается автоматически, если у вас есть категория Б. Мгм. То есть, чтобы, например, выехать на проезжую часть на более мощном средстве индивидуальной мобильности, нужно иметь права категории М и, соответственно, вот этот порог 25 км в час. Да. Мгм. То есть, если выше этих значений, то, в принципе, Они движение на уже- таком транспорте только возможно с правами уже категории М. Да. Спасибо большое. Но я напоминаю, что у нас в гостях был инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления госавтоинспекции Ирина Ефремова. А мы продолжаем. Выезжать на встречку запретили не просто так. Это важная часть безопасности на дороге. А чтобы было неповадно, за нарушение правил предусмотрели наказание. Наш следующий сюжет расскажет, на каких дорогах нельзя выезжать на встречку и какой ждет штраф за такой выезд. Выезд на встречку – это маневр, при котором транспортное средство выезжает на часть дорожного полотна, предназначенную для движения встречных машин. Чаще всего это запрещено дорожными знаками или сплошной полосой. Где нельзя выезжать на встречку? На дорогах с 4 или более полосами, на трассах, где встречка отделена сплошной двойной или одинарной линией, сплошной с прерывистой линией, а также с трамвайными путями. С 1 января 2025 года в России вступило в законные силы изменения в Кодексе административных правонарушений, предусматривающие увеличение штрафа за ряд нарушений правил дорожного движения. Изменения коснулись и за выезд на встречную полосу движения. Так, например, за первое нарушение штраф составляет, например, 7 тысяч рублей вместо прежних 5 тысяч рублей. Повторно выезд обойдется в ту же сумму или лишение на срок до 1 года. Теперь уплатить штраф со скидкой можно в течение 30 календарных дней со дня вынесения постановления, но сама скидка уменьшена с 50 до 25%. Обжаловать решение постановления можно в течение первых 10 дней. Для этого нужно направить жалобу в ведомство, которое выписало штраф, на имя начальника части. Подать документ можно лично или через портал госуслуги. Там же можно и оплатить штраф, или это можно сделать на сайте госавтоинспекции, в отделении банка и в других различных приложениях для оплаты штрафов. Повторять правила дорожного движения нужно регулярно, чтобы безопасное поведение у детей стало привычкой. Закреплять знания лучше всего с помощью игр, ведь ребенок лучше усваивает, играя. И специалисты советуют начать знакомить малыша с ПДД уже с 2-3 лет. Как, например, в детском саду «Белоснежка». Совсем еще крошечные детишки, которые еще толком не разговаривают, но уже учатся правилам дорожного движения. И уже знают, как вести себя в автобусе, умеют пристегивать ремни безопасности и в курсе, что переходить дорогу следует только на зеленый свет светофора. Задания и игры усложняются с возрастом. Так, в средней группе ребята уже играют в дорогу, а шестилетки различают дорожные знаки. Постепенно, когда ребятишки становятся старше, мы усложняем работу, вводим уже дорожные знаки, вводим уже службы госавтоинспекции и многое-многое другое. Какие-то дорожные ситуации даем ребятам, чтобы они разобрались, где можно поставить дорожный знак, где нужно поставить пешеходный переход, где нужно поставить светофор. Очень много внимания уделяем разгадыванию в подготовительной группе шарад, загадок, да, по правилам дорожного движения. И у всех в группе есть свои уголки ПДД. Стараниями воспитателей и, конечно, родителей малыши весело и интересно обучаются поведению на дороге. Очень много вот таких ребятам знаний даем и говорим всегда: вы родителям рассказываете это, и чтобы родителям, если вдруг они нарушили правила, вы им тоже говорите о том, что не всегда взрослые бывают правы, ведь и они нарушают, бывает, но вы же у нас знаете правила дорожного движения, поэтому делайте замечания.
Уже давно известно, что дети запоминают лучше, играя. То есть не только в обыкновенной беседе, но и в близкой им сказке, викторине, игре, а также через подвижные игры и эстафеты. Ребенок не только хорошо запомнит и усвоит правила дорожного движения, но и поймет, где и когда можно безопасно и весело играть. Поэтому через детские команды ЮПИД, созданные несколько лет назад на базе дошкольных учреждений, активно идет пропаганда культуры поведения на улице, профилактика детского травматизма и повышение родительской ответственности за свое поведение на улице. 13 столичных детских садов, охваченных движением ЮПИД, тесно сотрудничают с движением «Юные якутяне» и, конечно, с госавтоинспекцией. Такие профилактические мероприятия оказывают хорошее влияние на детей. Да, когда они идут в школы, у детей уже есть навык правильного поведения на дороге. Вот, начиная с маленьких, с начальных классов, когда мы приходим им в школу, они уже все знают. Госавтоинспекция напоминает всем родителям воспитывать у ребенка привычку быть внимательным на улице, осторожным и осмотрительным, наблюдать за ситуациями на улице, дороге, за пешеходами и транспортом, светофором и обязательно обсуждать с ребенком увиденное. С удовольствием хочу приступить к нашей постоянной и любимой многими рубрике, в которой горожане проверяют свои знания о правилах дорожного движения. По традиции наш экспресс-тест состоит из 10 вопросов, а ответит на них один из известных веллеров республики, активист велосипедного движения Евгений Никифоров, но также наш коллега. Евгений. Добрый день, Руслан. Да, спасибо за оказанное доверие. Надеюсь, что мы достойно пройдем с тобой этот тест. Я знаю, что велосипедный стаж у тебя очень большой. Да. А какой стаж по вождению автомобиля? По вождению автомобиля, конечно, он гораздо меньше, чем велосипедный. Я думаю, лет 5, уже не помню, лет 5, да, но, по крайней мере, это совершенно разные стажи. То есть велосипед — это одно, да, естественно, управление автомобилем — это уже совсем другая категория. Мы желаем тебе успехов, и будут 10 вопросов, от тебя нужны 10 ответов. Спасибо. Итак, поехали. Первый вопрос. Какие из указанных знаков распространяют свое действие только на период времени, когда покрытие проезжей части влажное? Варианты ответов только А и Б, и третий вариант все. Здесь знак А подразумевает ограничение скорости в 50 км в час при влажных погодных условиях. Соответственно, правильный ответ только А. Б — это выброс гравия знак, ну и В — это скользкая дорога. Принято. Вариант номер 1. Следующий вопрос. Главная дорога показана. Варианты ответов только на левом верхнем рисунке. Второй вариант на левом верхнем и нижнем рисунках. И третий вариант на всех рисунках. То есть здесь главная дорога на верхнем левом рисунке — это знак соответствующий, и на нижнем рисунке, где показано пересечение со второстепенной дорогой. То есть, соответственно, левый верхний и нижний рисунок. Вариант номер 2. Принято. Следующий вопрос. При включении зеленого сигнала светофора вам следует, варианты ответов, сразу начать движение. Второй вариант. Начать движение, убедившись в отсутствии только пешеходов, завершающих переход проезжей части. И третий вариант. Начать движение, убедившись в отсутствии пешеходов и транспортных средств, завершающих движение после смены сигнала светофора. Естественно, да, нужно проверить все, чтобы никто не мешал. Завершили автомобили, завершили переход пешеходы. Вариант 3. Вариант 3. Кому вы должны уступить дорогу при повороте налево? Вариант ответов только автобусу. Второй вариант только легковому автомобилю. И третий вариант никому. Здесь на изображении мы видим нерегулируемый перекресток, и двигаемся мы по главной дороге. Синий автомобиль тоже двигается по главной дороге, но у него, в отличие от нас, есть помеха справа. Это мы. Соответственно, у нас помехи справа нет, и в данном случае мы имеем право проехать перекресток первым. Автобус находится на второстепенной, соответственно, он ждет проезда нами этого перекрестка. Вариант 3. Никому. Вариант номер 3. Никому. Следующий вопрос. Такой вертикальной разметкой обозначают, варианты ответов, все вертикальные элементы дорожных сооружений. Второй вариант. Только вертикальные элементы дорожных сооружений, представляющие опасность для движущихся транспортных средств. Третий вариант. Только вертикальные элементы дорожных сооружений на автомагистралях и дорогах, обозначенных знаком 5.3. Дорога для автомобилей. Я думаю, что здесь все-таки вариант 2. Только вертикальные элементы дорожных сооружений, представляющих опасность для движущихся ТС, так как все вертикальные элементы, просто экономически нецелесообразно было бы размечать. Вариант 2 мой ответ. Вариант 2. Принято. Следующий вопрос. Кто из водителей, выполняющих поворот, должен уступить дорогу пешеходам?
Вариант ответов только водитель легкового автомобиля. Второй вариант только водитель грузового автомобиля. И третий вариант оба. Когда вообще в вопросах фигурирует слово «пешеход» или вы видите на улицах пешехода, то всегда предоставляем ему преимущество, что не парадоксально, даже когда пешеход перебегает дорогу в неположенном месте, идет на красный свет, всегда нужно пропускать пешеходов вне зависимости, куда мы с вами поворачиваем. Соответственно, оба автомобиля должны здесь предоставить преимущество уступить дорогу пешеходам. Вариант номер 3. Вариант номер 3. Следующий вопрос. Как следует поступить, если вам необходимо развернуться? Варианты ответов. Развернуться на этом перекрестке при отсутствии на нем других транспортных средств. Второй вариант – проехать прямо и развернуться за перекрестком. Третий вариант – проехать прямо и развернуться только на следующем перекрестке. Друзья, здесь мы видим знак, это движение прямо, он установлен перед перекрестком, то есть его зона действия распространяется на этот перекресток, на котором мы должны проехать прямо. Именно на этом перекрестке разворачиваться нельзя, а вот на следующем перекрестке это можно сделать без проблем. Ну, разворот на перекрестках — это больная тема в условиях узких перекрестков небольших, но гораздо проще все равно разворачиваться на перекрестках, чем непосредственно на проезжей части между перекрестками. Соответственно, вариант 3 — проехать прямо и развернуться только на следующем перекрестке. Принято. Следующий вопрос. Должны ли вы остановиться по требованию регулировщика в указанном им месте? Варианты ответов. Должны. Второй вариант. Должны только с заездом на тротуар. Третий вариант. Не должны. Ну, вообще в таких случаях, конечно, регулировщик на дороге — это царь и бог, он имеет преимущество перед прочими дорожными условиями, в частности, перед знаками, разметками. Я думаю, что в этом случае мы должны однозначно становиться по требованию, но заезд на тротуар — это лишний ответ, поэтому, скорее всего, просто должны. Вариант номер 1. Несмотря, на запрещающий знак. Да, а то будет еще второй штраф. Да, это точно. Следующий вопрос. Вам разрешено продолжить движение? Варианты ответов. Только прямо. Второй вариант — прямо или в обратном направлении. Третий вариант — во всех направлениях. Здесь, да, достаточно коварный для кого-то знак. Это поворот налево запрещен. Он действительно запрещает поворот только налево, но не запрещает разворот в данном случае. Поэтому здесь мы можем выбрать две траектории. Это движение прямо или движение в обратном направлении, то есть разворот на проезжей части. Вариант номер 2. Вариант номер 2. Принято. Верно. Следующий вопрос. О чем предупреждают вас эти знаки? Варианты ответов. Остановка транспортных средств на обочине запрещена. Второй вариант. Съезд на обочину опасен в связи с проведением на ней дорожных работ. И третий вариант. В месте производства дорожных работ стоянка запрещена. Здесь мы видим опять целую комбинацию знаков. Смотрим сперва на нижнюю информационную табличку, которая говорит о том, что съезд на опасная обочина, съезд на обочину опасен. Над ней расположен знак на желтом фоне. Что значит желтый фон, друзья? Это означает временный дорожный знак. То есть желтый фон, он имеет приоритет перед белым. Но в данном случае комбинация этих знаков означает, что съезд на обочину опасен в связи с проведением дорожных работ на данном участке. По-моему, так. Вариант 2. Вариант номер 2. Принято. Ну, Евгений, это был завершающий Ура! вопрос. Да. Ну а Спасибо. сейчас давайте проверим результаты. Их проверит преподаватель правил дорожного движения, эксперт Анастасия Бушуева. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Итак, проверим знания по правилам дорожного движения Евгения. Итак, первый вопрос. Какие из указанных знаков распространяют свое действие только на период времени, когда покрытие проезжей части влажное? Здесь у нас Евгений правильно и точно ответил. Мы должны двигаться не более 50 именно во всех случаях, когда покрытие проезжей части влажное. Б. Выброс гравия из-под колес, В – это скользкая дорога. Ответ был правильным. Главная дорога показана. Здесь тоже правильно ответил. Главные дороги на левом и верхнем рисунках. А вот справа сверху – это тупик, и этот перекресток будет считаться равнозначным. При включении зеленого сигнала светофора вам следует. У нас идет смена сигнала. Когда идет смена сигнала, кто-то заканчивает свой маневр, и тем более у нас грузовой ограничивает обзор. Поэтому мы пешехода можем и не увидеть. Поэтому, когда идет смена сигнала, мы должны убедиться в отсутствии пешеходов и транспортных средств, завершающих движение после смены сигнала светофора. Ответ был правильным. Кому вы должны уступить дорогу при повороте налево? Перекресток неравнозначный. Главная дорога меняет свое направление налево. На главной дороге находится автомобиль и синий тоже автомобиль. В равных условиях работает правило правой руки. Синий автомобиль нам уступает,
а автобус у нас находится на второстепенной дороге. Поэтому мы никому не уступаем. Ответ был правильным. Такой вертикальной разметкой обозначают. Здесь вертикальная разметка обозначает элементы дорожных сооружений, и эти элементы представляют опасность для движущихся транспортных средств. Ответ был правильным. То есть водитель, выполняющий поворот, должен уступить дорогу пешеходам. При повороте направо, налево, при проезде перекрестков, как и регулируемых и нерегулируемых перекрестках, водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящей проезжую часть. Ответ был правильным. Как следует поступить, если вам необходимо развернуться? У нас здесь ответ был неправильным. У нас установлен знак, предписывающий 4.1.1 движение только прямо, и он работает только на этой проезжей части перекрестка. Значит, мы проедем прямо и развернуться прямо за перекрестком. Ответ был второй. То есть вы ответили 3, а ответ правильный – это 2. Следующее. Должны ли вы остановиться по требованию регулировщика в указанном им месте? Регулировщик, инспектор, он может остановить в любом месте, и ваша задача обязательно остановиться, если даже правилам противоречит правилам остановки. Ответ – должны. Ответ был правильным. Вам разрешено продолжить движение. У нас установлен знак 3.18.2. Поворот налево запрещен, но он не запрещает разворот. Поэтому мы проедем прямо или в обратном направлении. Ответ был правильным. О чем предупреждают вас эти знаки? Здесь вы очень хорошо рассуждали. Дорожная работа 1.25. Это предупреждающий знак, и она идет в сочетании с табличкой «Опасная обочина». Поэтому, естественно, обочина опасна в связи с проведением на ней дорожных работ. Ответ был правильным. Ну и так у нас Евгений ответил на 10 вопросов и допустил только одну ошибку. И он очень хорошо рассуждал, и это мне очень понравилось. Уважаемые водители, правила дорожного движения – это закон дороги, и это каждый должен соблюдать. Водитель несет ответственность за себя и за своих близких. Но легкой вам дороги. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. Вот и подошла к концу наша передача. Дорогие телезрители, будьте бдительны, соблюдайте правила дорожного движения и берегите себя. До новых встреч!